Это новости 24. Добрый вечер и коротко о главном. На карте отмечены построенные объекты, строящиеся объекты и планируемые в 2017 году. Далеко ходить не надо. Новые школы возведут в Малгобеке и в Гамурзиеве. Детали обсудили у главы региона. Возьмем на контроль все международные пассажирские перевозки. Обойдемся без жертв. Состояние междугороднего транспорта под пристальным надзором после ДТП в Воронеже. Ратмир показал там все, что можно было сказать о Сулумбеке. Который впереди. К юбилею подвига великого летчика Асканова. Премьерный показ документального фильма режиссера Ратмира Льянова. Техника сейчас нормальная, условия есть, работает начальство нормальное. Все как на подбор. Технику ЖКХ в Назране в торжественной обстановке правительство проверило на профпригодность. Это огромный стимул и огромный плюс для нашей подрастающей молодежи. Боксеры нынче держат удар. Громкие победы наших земляков на этом поприще сегодня обсудили в Минспорте. Еще две вместительные новые школы построят в Малгобеке и в Гамурзиеве. Именно здесь наблюдается дефицит ученических мест. Эту тему обсудили глава Ингушетии с министром образования и науки Юсупом Кастоевым. Инузбек Евкуров отметил, что надо проверить площадки для возведения, посмотреть, можно ли рядом с ними построить детские сады, и есть ли удобный доступ к объекту согласно требованиям. Что же касается набора детей и формирования списков, то этим должны заниматься не директора общеобразовательных учреждений, а Минобр и отдел образования городов и районов. Кроме того, в ходе встречи Кастоев сообщил, что на базе 11-й школы Назрани запущен пилотный проект по созданию управляющего совета. Готовим большую презентацию школы 1500 мест, крупнейшей школы в СКФО. Выпущен вот такой буклет для родителей, которые в силу своей привычки неохотно хотят переводить детей в эту школу новую. Это из лицея города Магас и гимназии Марем. Здесь подробно рассказывается о нашей школе. В целях внедрения модели государственного общественного управления в школах республики у нас впервые запущен пилотный проект по созданию управляющего совета в школах. Пилотный проект у нас будет на базе 11-й школы. Мы проверим, как эта модель работает, и дальше будем планировать, как не менее половины школ, чтобы этот проект реализовывался. Для расширения ассортимента учебного пособия, а также школьного классного оборудования, согласно вашему поручению, которое вы давали на августовской педагогической конференции прошлого года, впервые в республике открыт учколлектор, и уже сегодня Министерством образования на базе учколлектора размещен заказ на 100 тысяч рублей для приобретения оборудования в наших классах. В республике продолжается проект «Яздами ЕГЭ». Пока каких-либо нареканий нет. Отрицательной динамики по различным срезам знаний нашего учащихся сегодня мы не замечаем. По итогам последнего среза мы в ближайшие дни ждем анализ, там нужно определенное время, как минимум неделя нужна, чтобы провести анализ и подвести итоги. При Министерстве образования уже создан общественный совет. Для открытости и доступности деятельности Министерства и подведомственной организации обновлен и реанимирован сайт Министерства образования. И впервые, Юзбек Мамреевич, у нас на сайте Министерства образования будут круглосуточные, так сказать, перманентные видеокурсы по ЕГЭ, лекции, обучающие, как сдавать ЕГЭ. Такой практики, такого ноу-хау нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Какие школы, какие дошкольные учреждения, что будет строиться в этом году в муниципальных образованиях? Одну школу мы решили строить в Малгобеке, вторую школу, я так понял, Гамурзиева. Где мы ничего не строили. Надо проверить, посмотреть площадки, посмотреть, не просто соглашаться с главой муниципальных образований, а вы как министр
посмотрите, если школу здесь поставить, если там рядом место поставить садик, доступность детей или нет, почему? Если вы на окраине ставите школу, тогда вы должны понимать, что там нужен не 1, не 2, а 10 автобусов, чтобы детей возить. Потом сами же родители начнут там уже требовать, прокуратура на это будет там влиять. Есть того, проверить. Строительство. Ну и контроль строительства, ход строительства школ, как мы говорили, общие требования к самой школе. Понятно? Есть. Проверить нужно. Проверяя людей по линии сдачи или по итогу сдачи единого государственного экзамена, не допускайте тех нарушений, которые были в прошедшем там периоде. Это тоже большая необходимость. Взять модель работы, процесс управления московский. Почему до сих пор нет этих предложений? Мы говорили, что модели практикуются, это требования Минобразования есть. Модель и правительство России школа-садик. Да. Совмещать. Не просто школа-садик, а мы же там по опыту Москвы тоже посмотрели, где под ведение, под подчинением директора школы входит несколько садиков или там школ. И по сдаче единого государственного экзамена. Дело не даже в том, что на период я сдам ЕГЭ, кого-то готовить дополнительно. А вы должны вот эти срезы делать, мы уже говорили об этом, после 4 класса, после 8 класса, видеть. И те педагоги, которые допустили снижение вот этих баллов, с ними разбираться, их надо увольнять, их надо обучать, переобучать. И здесь надо подключить роль и место так называемого института повышения квалификации. Да. Почему они не работают? Тоже разберитесь здесь. Автотранспорт, осуществляющий междугородние перевозки пассажиров республики, подвергнут тщательной проверке. Такое поручение дал Юнусбек Евкуров в ходе встречи с секретарем Совбеза Ахмедом Дзейтовым. Поводом послужила авария в Воронеже с участием водителя автобуса, который следовал по маршруту Назрань-Москва. Как сообщил Дзейтов, в результате ДТП пострадало 9 человек. Все они доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести, не угрожающие их жизни и здоровью. Виновник происшествия будет известен позднее. По итогам расследования общественный транспорт дальнего следования проверит на предмет технического состояния, а также определят навыки вождения и квалификацию водителей автобусов. Кроме этого, в ходе встречи Юнусбек Евкуров поручил Совбезу республики совместно с имамами и главами населенных пунктов проверить мечети на факт присутствия в них посторонних лиц в ночное время. По автобусу что у нас там? По автобусу вчера на территории Воронежской области наш пассажирский автобус «Назрань-Москва» совершил ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 7 человек, но по тяжести, средней тяжести, не опасно для жизни и здоровья. Все они госпитализированы, остальные пассажиры пересажены на другой автобус и отправлены в Москву. По данному факту управление ГИБДД по Воронежской области проводит проверку. По результатам этой проверки нам будет известна вина, насколько виноват наш водитель или второе автотранспортное средство. И по этому будет уже дана оценка. В связи с этим, Юнусбек Андреевич, по вашему поручению мы сейчас возьмем на контроль все междугородние пассажирские перевозки, всех водителей, которые занимаются этими перевозками на предмет и технического состояния автотранспортного средства, на предмет навыков вождения, классификации водителя. И, соответственно, уже дальше будем принимать меры для упорядочения вот этих междугородных перевозок. Все заброшенные дома, домовладения, во всех муниципальных образованиях, там, места, где могут бесхозно находиться люди, это проверить, посмотреть еще раз, убедиться, что власть там работает. И все мечети, как я уже говорил, еще раз повторяю, большая мечеть, маленькая мечеть, неважно какие мечети, после вечерней, ночной молитвы мечеть закрывается, и на утро молитва открывается. Там есть, должны быть ответственные. И на входе в мечети я требовал это все, проверьте, сделано или нет. На входе в мечети красивые рамочки повесили там, ответственный за мечеть и его номер телефона. Номер телефона, чтобы любой мог позвонить. И ночные рейды проведите по мечетям в том числе. Почему? Потому что есть ряд информации, что в некоторых мечетях ночуют то ли узбеки, то ли таджики.
Проверьте эту информацию, посмотрите, потому что в Карабулаке там уже слышно было об этом, и в Сунженском районе. Дальше. Вместе с имамами, главами муниципальных образований, вместе с имамами должны лично брать на контроль. И все мечети, которые находятся в радиусе этого села, должны быть под контролем у имама села. Независимо, кто бы его ни построил. Должен быть на контроле у этого имама села. Он должен находить время или сам, или со своими наибами периодически посещать эти мечети и проверять, что там происходит. А не быть в стороне этого всего события. Понятно? Проверьте это все, изучите и тоже на контроль держите, доложите мне по этому поводу. Который впереди. В Центре культурного развития в Магасе состоялся премьерный показ документального фильма ингушского режиссера Ратмира Альянова, посвященного 25-летию подвига первого героя России, генерал-майора Сулумбека Асканова. В картине о нем рассказывают его сослуживцы, родные, друзья, жители Липецкой области. В материале использовано много архивных данных. Слово Фериде Мержоевой. О мужестве и героизме генерала, погибшего за штурвалом боевого самолета и которого вся страна признала национальным героем. О подвиге Сулумбека Асканова, который лег в основу нового государства, сильного и крепкого. В этом зале, пожалуй, нет ни одного человека, кто не знал бы автобиографию первого героя России. Но кинолента ингушского режиссера Ратмира Альянова без преувеличения берет зрителя за душу. Фильм – это как музей. Это то, что останется будущим. Поэтому фильм будут смотреть, о нем будут не просто вспоминать, а его будут узнавать новые и новые поколения. Конечно, мне очень сильно понравилось, это было очень интересно. Я увидела тех людей, которые были лично знакомы с Сулумбеком Аскановым, и я думаю, это большая честь. Который впереди. Документальный фильм с говорящим названием насыщен архивным материалом и хроникой. О легендарном летчике рассказывают соотечественники и сослуживцы, жители Липецкой области, друзья из разных городов, где довелось служить Сулумбеку Сусаркуловичу. Зрители еще лучше и больше узнают о его взглядах, поступках, отношении к семье, родине, к истории и культуре своего народа. Видные общественные деятели, студенты, школьники и друзья генерал-майора. В зале ни одного свободного места. Премьеру не пропустили и родные Асканова, для которых кинолента стало настоящим сюрпризом. Ратмир показал там все, вот, что можно было сказать о Сулумбеке. Действительно, Сулумбек этого сам добивался, и он хотел, чтобы ингушский народ был на высокой планке, чтобы наши ингушские ребята высоко несли планку, ингуша учились. И, конечно, это есть пример. Это пример для нашей молодежи. В деревне Хворостянка Сулумбека Асканова знает каждый. Те, кто были школьниками в год трагической гибели летчика, в фильме Ратмира Альянова со слезами на глазах рассказывают про генерал-майора, называя его своим ангелом. Герой труда Мария Богатырева была лично знакома с первым героем России. Жили в одном селе, учились вместе. Когда он умер, я с работы ушла. У меня было очень горе. У меня, у всех у нас в селе. Все собрались мы там и плакали туда, и на похороны ходили. Это не передать, такое горе. После показа собравшиеся еще долго не расходятся. Со сцены Центра культурного развития звучат песни и стихи в память о Сулумбеке Асканове. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. Любовь к небу и самолетам зародилась у Сулумбека с раннего детства. Воспитанники 3-й Плиевской школы, где когда-то учился герой, подготовили театрализованную сценку. Лететь высоко-высоко до самых звезд и там достать свою звезду. Сынок, если ты будешь верить в свою мечту, ты сможешь летать на настоящем самолете и защищать свою страну. А что значит защищать страну? Это значит, если понадобится, быть готовым отдать за нее жизнь. Возможно, эта детская мечта и повлияла на его дальнейшую судьбу. Отдав собственную жизнь ради спасения сотни людей, он обрел бессмертие. Лучшая дань памяти Асканова – это молодые ребята, которые собираются пойти по его стопам. Старшее поколение имело счастье видеть, общаться с этим человеком, с его родственниками. Это уже у нас, оно глубоко находится, и мы это не забудем никогда. Но ведь дело в том, что человек жив до тех пор, пока его помнят. И поэтому хотелось вот сегодня сказать: помните этого человека.
Памятные мероприятия, посвященные 25-летию подвига Сулумбека Асканова, проходят также и в Липецкой области, где показ кинокартины Ратмира Альянова состоится 7 февраля. Ферида Миржоева, Магомед Дидигов. Новости 24. Памятник летчику Сулумбеку Асканову откроют на месте крушения истребителя в селе Хворостянка. 8-метровый обелиск создали в рекордные сроки. Инициировал мероприятие глава Ингушетии. Напомню, завтра мы отмечаем годовщину подвига первого героя России. Прошло ровно 25 лет. В Липецкую область выехала наша съемочная группа. О том, как их встречали местные жители и что значит для них это имя, расскажет Светлана Томова. Именно здесь, где мы сейчас и находимся, случилась та страшная трагедия. При выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-29 в условиях плохой видимости летчик-испытатель Сулумбек Асканов потерял пространственную ориентировку. Ингуш с большой буквы. Именно так отзываются о Сулумбеке Асканове, первом герое России, его друзья. В Липецкой области легендарного летчика помнят и любят. Благодаря Асканову было спасено десятки жизней, ценой его собственной. Приезд нашей съемочной группы стал поводом, чтобы сослуживцы Сулумбека Асканова собрались все вместе. Для них он был больше, чем просто инструктор полетной подготовки. Он как сын ингушского народа был вежливый и очень уважал стариков и ветеранов. Вот это у вас в крови у всех. То, что наши я рассказывал, братья. да. Вот пример надо брать, да? Если маломальский, вот я говорил, если маломальский, младший сидит, чуть старший подойдет, это встает, это садится. 7 февраля 1992 года случилась та страшная трагедия. При выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-29 в условиях плохой видимости летчикам была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, Асканов увидел, что его самолет падает на поселок Хворостянку. По правилам, летчик должен был немедленно катапультироваться, но Асканов понимал, если он сделает это, самолет упадет на чужие дома, унося чьи-то жизни. У него было всего 2,5 минуты на то, чтобы принять решение и действовать. Летчик решает увести самолет как можно дальше от населенного пункта. Самолет упал в 100 метрах от ближайшего дома на окраине поселка. За этот героический поступок указом президента России от 11 апреля 1992 года генерал-майору авиации Асканову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Наш земляк, наш брат, житель республики совершил бессмертный подвиг, при этом пожертвовал своей жизнью ради жизни других людей и тем самым спас много людей от смерти неминуемой и получил звание Героя Российской, первое звание Героя Российской Федерации. Владимир Пегальчук не просто знал Сулумбека Асканова, он был его близким другом. С грустью вспоминает, каким был Сулумбек, всегда отличался любовью и уважением к людям. Невзирая на свое высокое звание и должность, он всегда был на равных со своими подчиненными. Его вежливость ко всем порой даже удивляла. В то же время он был требовательный. В то же время я его знал как профессионала, прекраснейшего профессионала, трудоголика. Уже 25 лет, как нет с нами Сулумбека. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике неизгладима среди ветеранов и последующих поколений. Жители села Хворостянка не забывают первого героя России и всегда будут благодарны за спасенные жизни. Был такой грохот, раздавался, потому что самолет падал, и он увел даже вот от дома, вот Козелик, там мало домов. И получилась воронка огромная. Он сам, вот, сам он решил жизнь свою, а людей спас. А если бы вот он на Хворостянку упал в самолет, то тут была бы катастрофа. Был, конечно, очень сильный взрыв, аж зазвенели стекла в поселке. Ну а затем здесь в короткий период времени все же было отцеплено, отцепили военные. Ну и потом это все по крупицам, все потом восстановилось и сказали, что ценой жизни, спасая людей, еще раз повторюсь, Асканов совершил свой подвиг. Хотя для него это была работа,
но такую работу готов выполнить не все. Первый герой России рассказывает, каким Сулумбек Асканов был семьянином, как ценил и любил все то, что имел. В этой квартире почти все так же, как и было 25 лет назад. Каждая деталь в доме хранит память об этом легендарном человеке. Маленький Али, внук Сулумбека, как две капли похож на своего деда, а эти альбомы хранят самое дорогое, что осталось на память от Сулумбека Асканова. Он будто чувствовал, что скоро его не станет. Когда я всегда что-то пытаюсь рассказать о нем, да, я себя ловлю на мысли, что все настолько идеально, что на людей, наверное, такая мысль это бывает, что вот, ну, этого не бывает. Но если я это ощущала, если я это видела, если я это знаю, значит, для меня это есть. Вот. Для меня он был идеальный человек. Муса Магушков – один из тех, кому посчастливилось служить в части, где командовал генерал-майор авиации Асканов. 18-летнего солдата тогда переполняла гордость, что он оказался в части под командованием своего земляка. После того, как я зашел, доложил дежурному, что я вот прибыл для дальнейшего несения службы, доложил им, как полагается. Они связались с начальником метеослужбы. Тогда был майор Татаринов, Дмитрий Анатольевич был. Майор Татарин. Короче, спустился ко мне майор. Я то же самое ему доложил. Он меня взял с собой. Поднялись мы наверх к нему в кабинет. Он взял мое личное дело. Спросил, ты откуда? Я говорю, с Чечено-Ингушетии. На тот момент это была Чечено-Ингушетия. Взял мое личное дело и говорит, так твой же земляк, говорит, тут командир наш. Я как бы уже знал, что так он мне вообще как-то... У меня еще больше гордость такая была. Распирала меня гордость там. В 2013 году в Москве в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе открыли бюст первому герою России Сулумбеку Асканову. Мы обязаны, живые сегодня, всегда помнить подвиги тех, кто совершал эти подвиги для нас, честь нас и ради того, чтобы мы сегодня жили. Имя славного сына своей страны навсегда будет храниться в памяти многих поколений. Свидетельством тому и памятник, установленный на месте падения самолета в селе Хворостянка. Его по инициативе главы Ингушетии реконструировал племянник героя. Обелиск будет вечно хранить память о человеке и рассказывать новым поколениям о подвиге человека, который ставил чужую жизнь выше собственной. Светлана Томова, Магомед Асканов. Новости 24. Вопросы строительства социальных объектов обсудили в администрации главы республики. Юнусбек Евкуров отметил, что следует уточнять установленные нормативы строительства и учитывать величину города, населенного пункта и особенности социально-демографической структуры населения. Отдельный акцент глава сделал на том, что в некоторых населенных пунктах функционирует по несколько объектов, приведя в пример Яндари и Нестеровское, где построены детские сады, школы, ФОКи. При этом в сельских поселениях Сурхахи, Газиюрт, Ашты соцобъекты еще не построены. В этом году нужно исправить ситуацию, отметил глава региона. Полиево построено что-то, Барсуки что-то построено, Далаково есть, Канташево есть, Икажево есть, Алиюрт есть, Газиюрт ничего, Сурхахи ничего, Яндари детский сад, школа 1, 2 и ФОК. То есть в Яндари 4 объекта построены. Вы опять планируете детский сад, школу и дом культуры. Вот здесь вопрос. Обосновать, почему вы туда даете еще, когда у нас вообще 0 в Газиюрте и 0, вообще 0 в Сурхахах. В чем проблема? То есть здесь надо обосновать людям. Потому что завтра на сходе, когда те вопросы они зададут, у нас не будет ответа. Почему так сделано? Вот так надо все пройти. Почему такая ситуация? Я пояснительные записки. Варштах 0, Бердюрт 0. Разберись, как председатель правительства, и твои вице-премьеры должны по этим вопросам докладывать. Основной акцент глава республики уделил на то, что планируемые объекты в 2017 году по федеральным, по нашим программам по строительству, чтобы каждый населенный пункт, ни один населенный пункт не остался соответственно, чтобы там был построен социальные объекты. По карте полностью республиканская карта создана. На карте отмечены построенные объекты, строящиеся объекты и планируемые в 2017 году, которые реально по факту у нас прошли федеральным центром. И также было отмечено, особый акцент глава республики сделал, чтобы все это было средством массовой информации опубликовано,
чтобы население было проинформировано, на каком населенном пункте, что мы строим. Но акцент идет в населенном пункте, где у нас, допустим, нехватка школ, там, домов культуры, чтобы было равномерное распределение, что ни один населенный пункт Республики Ингушетии, на каком отделении он находился, чтобы там находились социальные объекты. И чтобы по всем объектам прошли обсуждения, провели сходы с населением и обсудили значимость этих объектов, чтобы все было прозрачно. В Назране провели парад уборочной техники жилищно-коммунального хозяйства города. Ревизия организована правительством региона. Руководство и дает оценку состояния тяжелой артиллерии. Какой вынесли вердикт, расскажет Юсуп Гелесханов. Площадь перед Домом культуры города Назрань на некоторое время превратилась буквально в выставочный зал, где в роли экспонатов коммунальная техника. Все богатство по ЖКХ Назрани, мусоросборщики, снегоуборочные и другие специализированные машины, тракторы и грейдеры проходят проверку правительственной комиссии. По городу, да? А по Московской, да? В 2012 году жилищно-коммунальное хозяйство Назрани приобрело 22 единицы современной техники. Благодаря такому обновлению уборочных машин работать на улицах и окраинах города стало намного легче. Алихан Калоев уже 11 лет трудится водителем ассенизатора. По его словам, с появлением новой техники заметно улучшились и условия работы. Когда я устроился, я работал на грузовой машине, на самосвале. Потом пригнали вот эти КАМАЗы, начали работать. С 2008 года. Разница большая, да. Техника сейчас нормальная, условия есть, работает начальство нормальное. Проверка коммунальной техники проводится по инициативе правительства республики. Основная цель ревизии – оценить состояние специализированных машин и тяжелой техники. В комиссии отмечают, такие мероприятия позволяют не только своевременно устранить неполадки с техникой, но и формируют положительный образ сферы ЖКХ среди жителей. Это также своего рода подтверждение готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Мы проверяем все муниципальные образования готовности. Это получается как бы смотр техники и проверка готовности. Все это публичные действия, чтобы прозрачно, чтобы население видело, что муниципальное образование столько техники, что город готов к ежедневной уборке города, население видит, что ежедневно круглые сутки убирается город. И в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обильных снегопадов, что мы нуждаться в помощи не будем, у нас вся техника готова к любым неожиданностям. После проверки и осмотра коммунальной техники работники ЖКХ целой колонны выехали с площади и направились на свои участки очищать улицы и дороги на подведомственной территории. Качество работы увеличилось, производительность труда увеличилась, нагрузка на рабочих уменьшилась, объемы убираемой площади увеличились, работать стало веселее, легче. В комиссии отмечают, подобные мероприятия пройдут во всех городах республики. Юсуп Гелесханов, Исмаил Гатагажев, Мейрбек Миржоев. Новости 24. А в Горной Ингушетии продолжается чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Все 16 команд сейчас находятся на высоте. У каждой из них свой маршрут. Благоприятствует участникам и погода. В последние 2 дня значительно потеплело. Спортсменам приходится ночевать на скале. Большинство из альпинистов находится предположительно на высоте 250 метров от основания скального массива. На данный момент лидируют 2 команды из Красноярского края, спортсмены из Санкт-Петербурга и Бурятии. На маршрутах случаются и непредвиденные обстоятельства, но они в пределах нормы для первопроходцев. Мы связались по телефону с президентом Федерации альпинистов Ингушетии. Они планировали, что трещину найдут и заложат туда, значит, закладные элементы, а там, значит, трещина не позволяет. Тогда нужно использовать другие средства. Они думали, что провесят, значит, искусственные точки опоры, скажем, значит, в течение там часа, а там рельеф оказался очень сложный, сложнее, чем они предполагали. И на это у них ушло там, значит, 4 часа. Они есть и еще будут, значит, непредвиденные обстоятельства. Этап «Школа» для спортсменов позади. После определения квалификации и очередности на 2-м уровне чемпионата страны альпинисты приступили к восхождению на гору Цейлом. Подробнее о том, как проходят соревнования, приуроченные к юбилею Ингушетии, рассказывают корреспонденты Первого канала.
Прыжок в бездну с самой вершины. Свободный полет над главным Кавказским хребтом длится каких-то пару минут. Парашют раскрывается на экстремально низкой высоте, несколько сотен метров. На земле бейсджамперов встречают как героев. Железный ты человек, удачи! Спасибо. 3200 метров над уровнем моря. Горный массив Гайкомбт в горах Ингушетии – идеальное место для экстремальных прыжков. Скалы с почти отвесными обрывами. Бейсджамперы уже давно здесь тренируются, а вот соревнования альпинистов проходят впервые. Мы на протяжении 3 последних лет ездили только в Киргизию в основном. И до этого ездили на Кавказ, в Безинги, в ущелье были. А в Ингушетии, в этих краях вообще ни разу не были. Поэтому главной причиной новый район посмотреть для себя. На чемпионат России по альпинизму съехались 15 команд из разных регионов страны. Сначала проходит квалификационный тур. Альпинисты взбираются на высоту 60 метров. По итогам этого старта команды, которые оказались быстрее и сильнее в технике, могут выбрать дальнейший маршрут. Всего здесь 16 маршрутов высшей категории сложности, и по большинству еще никто не взбирался. И чтобы добраться до вершины, даже по наименее трудному из них, у команды уйдет несколько дней. Каждый из них несет на себе до 30 килограммов груза, снаряжение, еду, палатки. Их устанавливают на выступах скал, бывает и прямо на весу. Тогда используют дополнительную платформу, которая служит полом. На то, чтобы разбить такую палатку, уходит не меньше 2 часов. Вот эти вот моменты, жить в палатке, топить снег, я вообще о них, честно говоря, даже не думаю. Это как по умолчанию. А самый прикол в том, что ты получаешь вот эти эмоции именно когда лезешь. Максим Кривошеев совершил восхождение на 5 семитысячников бывшего Советского Союза, за что и получил звание «Снежный барс». Но останавливаться не собирается. Говорит, это увлечение на всю жизнь. Без этого не могу жить, наверное, как-то так. Уже, чтобы адреналин был. Вот. Тянет в горы постоянно. Отрицательные наклоны, многометровые скальные выступы, их альпинисты называют карнизами, или напротив, гладкий рельеф, на котором с трудом удается делать отверстия для страховки. Изменчивая погода в горах. Преодолев все эти трудности, они, наконец, завершают маршрут. Вершина! Залезли! Вершина скорее покоряет тебя, заставляет тебя на нее лезть. А то, что ты на нее сходил, это не покорение, это она пустит, не пустит. Это просто прохождение маршрута на эту гору. То есть какое-то общение с ней, работа, но уж точно не покорение. Всероссийские соревнования по альпинизму теперь будут проходить в Ингушетии ежегодно. Чтобы спортсмены могли тренироваться, здесь уже к лету планируют построить постоянно действующий лагерь для альпинистов. Муслим Басханов, Ибрагим Амирханов, Ислам Старханов. Первый канал, Республика Ингушетия. Итоги работы за январь этого года подвели в строительно-жилищном надзоре Ингушетии. За отчетный период в инспекцию поступило более 130 обращений от жителей региона. Практически все они связаны с недовольством населения начислениями за потребленные коммунальные ресурсы. С начала года Стройжилнадзором проведено более 20 проверок проектной и нормативной документации на строительных объектах, в ходе которых выявлено немало нарушений. По итогам рейдовых мероприятий возбуждено несколько административных дел. Кроме того, в инспекции прошел первый в этом году прием квалификационного экзамена у лиц, претендующих на получение лицензии для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Ингушетии. И поощрение однозначно для лучшего. Вот видите, как коры. И поощрение однозначно для лучшего. Вот видите, как коры. Хажил Фатим Асфруктаган и Андер просто поставил. Девочки красивые, приятные. Данное совещание пройдет 10. Пожалуйста, дайте мне отчет по выпуску. За январь также подвели сегодня и в региональном Минздраве. В совещании приняли участие руководители всех медицинских учреждений республики. Обсудили снижение показателей младенческой смертности на 45% и повышение рождаемости. Также особое внимание уделяется пропаганде диспансеризации среди населения. Министр здравоохранения дала установку, чтобы к концу этого года в республике не осталось ни одной женщины, которая не прошла бы маммографию. Был у нас сегодня затронут вопрос по подготовке кадров, учитывая, что этот вопрос является одним из приоритетных вопросов, ввиду того, что открывается новое лечебное учреждение. Был отчет кадровой службы. На сегодняшний день, как мы отрабатываем вопросы по подготовке кадров для работы в открывающихся лечебных учреждениях, сколько нами заявлено мест для подготовки в специалитет, сколько заявлено мест подготовки по ординатуре и по направлению аспирантуры.
Перспективы развития профессионального бокса сегодня обсудили на совещании в Минспорте региона. Этому способствовала и очередная победа нашего земляка Исмаила Илиева. Он стал чемпионом Прибалтики по версии IBF в первом среднем весе. Ну а Иса Чиниев, к примеру, чуть больше месяца назад завоевал пояс чемпиона мира по версии WBF среди молодежи. Так что разговор актуальный. Руслан Албогачиев подробно. Республика славится немалыми спортивными достижениями своих богатырей. Ингушские спортсмены раз за разом радуют нас большими победами. В декабре минувшего года состоялось подписание аккредитации Федерации профессионального бокса республики. Перспективы развития этого вида спорта в Ингушетии налицо, отмечает на совещании. На встрече представители правительства и знаменитые боксеры, в том числе и восходящая звезда Исмаил Илиев, который недавно стал обладателем пояса Международной боксерской федерации, став чемпионом IBF Балтик в первом среднем весе. Поединок 10-раундовый на кону, титул чемпиона. Соперником Исмаила выступил спортсмен из Германии Нико Сазман. Начиная с первого раунда, ингушский боец изучал манеру противника, нанося прямые удары в голову. И в четвертом раунде соперник не смог восстановиться после очередного пропущенного удара и отказался продолжить бой. Это уже 9-я победа в копилке Исмаила. Соперник у меня был очень серьезный, опытный соперник. Провел много боев на профессиональном ринге. Дрался, боксировал за титулы. Так как мы с тренером посмотрели его видео боев старых, изучали его, все детали, какие он удары наносит, какие у него коронные удары. И хорошо к этому подготовились, изучили его. И бой прошел на нас удачно. В подготовке к чемпионату немалую роль сыграл заслуженный тренер России Башир Евлоев. Еще за полгода началась его тренировка. Ежедневно, не щадя сил, молодой человек работал на ринге, оттачивая удары и выносливость. Такая яркая победа для него – большой стимул, чтобы покорить еще не одну спортивную вершину. Считает тренер, успеха можно добиться, только если выкладываться на каждой тренировке. Объемная работа произведена. Это в течение 10 лет. Просто так не делается. Вот взял, ты не воспитаешь никого. Вот последние, где-то год-полтора, может быть, Хусейн Бузуртанов организовал нам лагерь. Именно подготовки к этому бою в Саратове организовали лагерь. Потому что здесь не было ни с кем готовить ребят. Если они будут со слабыми боксировать, у них роста не будет. Они должны с сильными ребятами готовиться и боксировать с ними. У бокса в СКФУ, а тем более в республике, большое будущее. Как подтверждение тому победы наших боксеров. В декабре 2016 года Иса Чиниев в титульном бою завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF среди молодежи. Глядя на восходящие звезды бокса, подрастающее поколение будет равняться на чемпионов, считает зампредседателя правительства Урусхан Евлоев. Когда такие молодые ребята выигрывают такие турниры, и даже молодежь подрастающая смотрит на таких ребят, на сверстников, которые с ними же ходили, и приезжают с такими престижными поясами, это огромный стимул и огромный плюс для нашей подрастающей молодежи. Парень сельский, простой, который сейчас стал известен на всю республику, не только республику, который уже популяризировать нашу республику и в Европе, и в мире. Это большое дело. Я думаю, для подрастающих наших ребят это большим стимулом будет являться. Равняться в спорте на достойных представителей именитых спортсменов и в будущем стать с ними в один ряд. Вот цель, которую ставит перед собой каждый спортсмен. Руслан Албогачиев, Мейербек Миржоев, Новости 24. Первые убедительные шаги наши спортсмены делают и в хоккее. Эта игра в Ингушетию пришла совсем недавно. Условия для тренировок, а в дальнейшем и побед хоккеистов создавали в рекордно короткие сроки. На арене Эрзи состоялся товарищеский матч между командами Владикавказа и Ингушетии разных возрастных категорий. Репортаж Юсупа Гелисханова. С первых же минут ингушская хоккейная команда проводит контратаки одну за другой. Игроки в белой форме из команды детско-юношеской спортивной школы Владикавказа пытаются отбиться, но все же пропускает 2 шайбы. Команда Магас проводит атаку за атакой. Игра накалена до предела, ударов в створ ворот не счесть. Несмотря на юный возраст, хоккеисты весьма сильны в тактике. С сравнением с прошлым годом наши ребята вообще сильно подтянулись. И игра у них уже складывается, и командная игра получается. И в данное время они играют хорошо. Перспектива в этом виде спорта в нашей республике, я думаю, есть. И очень хорошая перспектива.
потому что ребята очень складно и хорошо играют в хоккей. Мне кажется, это наш национальный вид спорта. Мать вратаря команды «Магаз» Аза Атабаева на зрительской трибуне в числе активных болельщиков. Ради тренировок сына семья даже переехала жить поближе к ледовой арене. Хоккей вообще в республике у нас не было зимних видов спорта. Поэтому мы как-то сами больше, конечно, его туда сподвигли. А потом уже и самому понравилось. После окончания 3 периодов первого матча на лед выходит команда постарше – Ингушская РД и сборная Осетии. Матч выдался намного зрелищнее. Всего за несколько минут наша команда демонстрирует высокий профессионализм. И как по цепочке, одну за другой забивает 4 шайбы. Решили провести товарищеские матчи, чтобы набраться была практика, опыта и повышение своего мастерства. В третьем периоде команды сравнивают счет, и ближе к концу игра становится совсем напряженной. Игроки всячески пытаются взять инициативу в свои руки и забить победную шайбу. И вот буквально за считанные секунды до окончания третьего последнего периода команда РД забивает сразу 2 шайбы. Автор 3 голов Тамерлан Гадаборшев подает большие надежды. В хоккей его привел и тренирует отец. Занимается юный спортсмен вот уже 3 года. Первый забил Муталиев Муслим, потом вторым я забил. И в конце 2 шайбы я забил. Со счетом 6-4 РД побеждает в товарищеском матче. Хоккей для Ингушетии совершенно новый вид спорта. Команду набрали сравнительно недавно, но за такой короткий срок наши хоккеисты показывают на льду весьма неплохие результаты. Победа в очередном товарищеском турнире – еще одно доказательство тому, что у ребят в этом виде спорта, безусловно, великое будущее. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Аслан Героев. Новости 24.